Участников зонального совещания, посвященного актуальной теме в сфере образования, поприветствовал глава города Халид Сулейманов. В своем выступлении он отметил о положительных тенденциях, происходящих в системе городского образования. Также не остались без внимания ряд существующих проблем, решение которых на сегодняшний день требует времени и немалых финансовых затрат. В работе зонального совещания по вопросам подготовки к проведению итоговой аттестации приняли все те, кто несет ответственность за проведение единого госэкзамена среди выпускников 11 класса и обязательного госэкзамена среди девятиклассников. Основные результаты государственной итоговой аттестации 2015 года озвучила министр образования региона Гульнас Шафикова. По сравнению с 2014 годом почему-то результаты снизились. И в некоторых районах аж по 8 предметам. Что случилось? Что случилось за год с педагогами, которые вдруг расхотели детей учить? Так не бывает, что все дети стали плохими. Это говорит об общем состоянии в районе, в котором необходимо срочно принимать определенные меры. В 2015-м школьники республики намного хуже сдали ЕГЭ по информатике и истории. Это те самые предметы, которым выпускники отдают предпочтение из года в год. Принятие необходимых мер требует и следующая ситуация – уменьшение количества выпускников 11 классов. К примеру, в этом году в республике их стало меньше сразу на 2000. Новый формат сдачи ЕГЭ по математике привел к печальным последствиям. Не все выпускники смогли справиться с профильной частью госэкзамена. Математику выбрали с базового уровня всего 96%. Значит, у нас 3,6% детей являются группой риска для того, что они опять могут не сдать математику, а следовательно не получить аттестат. Для нас это важно, чтобы этого не было, потому что это судьба ребенка. Чаще всего он потом не может подать документы в ВУЗ, потому что в этом году у нас пересдача немножечко по срокам изменилась. Министр образования республики Гульнас Радмиловна обозначила ряд факторов, над которыми следует поработать основательно. К примеру, несмотря на перенасыщение рынка труда региона специалистами гуманитарного профиля, школьники продолжают обходить стороной точные науки. У всех районов необходимо ответить, имеются различия по средним значениям по всем предметам. Нет ни одного района, очень жаль, где не было бы, как мы говорим, западения по результатам. Следовательно, дети этого региона имеют меньше шансов по сравнению с теми, кто живет около Уфы, в северо-восточной зоне и так далее. Психологическая подготовка детей к сдаче государственной итоговой аттестации имеет немаловажное значение, которому, как правило, не придается должное внимание. В первую очередь, психологическая подготовка детей занимается руководители, которые зачастую каждый день приходят на занятия и начинают урок с того, что вы не сдадите ЕГЭ. И это почему-то у нас начинается у детей, начиная с 6-го, где-то 7-го класса. Я понимаю, что на негативе можно работать, но чаще всего это приводит к тому, что дети очень сильно боятся самой процедуры экзамена. А она для нас должна стать, еще раз говорю, абсолютно привычной. Министр образования Гульнас Шафикова отметила и положительные результаты, которых удалось добиться за последние годы. Школьники республики по ЕГЭ сумели получить высокие баллы по ряду предметов от 80 и выше. Особенно примечателен тот факт, что отличные результаты есть по русскому языку. Наблюдается рост интереса в сторону естественных наук. Известно, что контроль во время проведения итоговой аттестации ужесточен. Согласно распоряжению главы региона, в 2016 году до 75% пунктов сдачи госэкзаменов должны быть оснащены видеонаблюдением. На эти цели заложено порядка 16 миллионов рублей. По словам специалистов Министерства образования, в этом году особых изменений по сдаче ЕГЭ не предусмотрено. Исчезает у нас тестовая часть, так называемые закрытые варианты, где дети просто угадывали из предложенных вариантов ответов правильный. Более серьезно в этом году будет поставлена часть говорения, в том числе и для 9 классов. У девятиклассников появляется 2 дополнительных обязательных экзамена. Фактически будут дети сдавать 4 экзамена. Но в тот же момент необходимо помнить, что в этом году 2 выбранных экзамена обязательных не будут влиять, результаты сдачи этих экзаменов не будут влиять на выдачу документов образования об основном общем образовании.
Далее с докладами о результатах проведения итоговой аттестации в 2015 году выступили начальники отделов образования муниципалитетов. Со стороны специалистов Минобразования были сделаны соответствующие замечания и предложения. Если мы будем подводить итоги 2015 года, у нас их сдавало 465 выпускников. Из них только одна выпускница не справилась с русским языком, что составляет очень низкий процентный балл. Да? Ну, профильная математика – это было серьезное испытание для всех нас. И с профильной математикой у нас не справилось 11 выпускников из 411. То есть профильная математика, мы понимаем, что не все дети обладают такими математическими способностями для того, чтобы одолеть этот экзамен. Но и все-таки большинство детей по-прежнему у нас идут сдавать, пробовать свои силы во многих испытаниях экзаменационных, именно для того, чтобы определить, куда он сможет потом в последующем поступить. Каждый год вносятся какие-то определенные коррективы, определенные уточнения для того, чтобы сделать экзамен открытый, доступный, чтобы каждый мог даже в режиме онлайн посмотреть, как дети сдают государственный экзамен, какие результаты они получают. Ну и, естественно, на основании результатов могут поступать в любое учебное заведение Российской Федерации. Затем состоялись индивидуальные собеседования с руководителями муниципалитетов, осуществляющих управление в сфере образования. На возникшие вопросы отвечали специалисты министерства Жанна Миникеева и Рустам Рямов. Основная цель, которой придерживаются в сфере образования сегодня – сделать единый госэкзамен доступным и привычным для всех, как для школьников, так и для родителей. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.